На сцену Аймани Айдамирову привела не любовь к музыке, как чаще всего бывает ее родная сестра. Она мечтала стать судмедэкспертом, однако этому не суждено было случиться. В 80-х Аймани вместе с сестрой Маликой впервые поднялась на сцену и больше оттуда не уходила. Хотя желание оставить своего зрителя было огромное. Смерть сестры Аймани Айдамирова переживала очень тяжело. Как, наверное, раненая птица я была вот в эти годы после ее смерти. Набралась смелости, набралась сил. Пошла дальше. Ради нее уже пошла, потому что она мечтала быть на сцене больше, чем я. Я многого себе не брала никогда. Я старалась больше отдать. Мне достаточно было любви моего народа. Мне достаточно было, что я иду по улице, и мне говорят «Далды аль-Юльха». И я воодушевлялась, я этим жила все эти годы. В самое трудное для Чечни время она продолжала петь о любви к родине и своему народу. Это сегодня Аймани Айдамирова точно уверена. Артист – это политик и дипломат, тот, кто ведет за собой людей, словом и песней, общим тем, что берет за душу каждого из нас. У матери 4 детей на сцене гораздо больше. Ансамбль «Нужовкар» сегодня тоже готовится к празднованию своего 15-летия. Его создание еще в те годы поддержал первый президент, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. И вот они вместе, солисты ансамбля и заслуженная артистка, все эти годы шли рука об руку. Преодолевая сложности, она никогда не опускала руки и шла вперед ради своего зрителя и народа. Я очень люблю некоторые свои песни постоянной любовью, так скажем. Это «Птешнабях», Хайле подошумал, она еще называется Хогалла, Хуард, Стальная Чечня. Но каждая песня у меня как-то относится к тому или иному периоду нашей жизни. Каждая песня, каждое произведение для меня это все дорого, потому что я через себя это все пропускала. У ее песен нет срока давности, все они актуальны и по сей день. К концерту, который состоится 5 марта в театрально-концертном зале, артистка готовит и новые композиции. Но вот какие, Аймани пока держит в секрете. Однако признается, все то, что она не успела сказать своему зрителю за 35 лет своей творческой деятельности, она обязательно скажет на концерте. Ведь песня – это неотъемлемая часть ее самой. Она сочиняет музыку и каждую композицию пропускает через себя. Последние приготовления идут и, как говорится, в святая святых любого артиста. К концерту 5 марта здесь шьют костюмы. Все они выполнены по индивидуальным эскизам. Ведь удивлять зрителя Аймани Айдамирова собирается не только своими новыми композициями, но и необычными постановками, где костюм – неотъемлемая часть красочного представления. И раз уходим. 3. Через левое плечо. 7, 8 раз. Секрет долголетия на сцене Аймани Айдамирова раскрывает вполне охотно. Надо создавать свое и никогда не копировать чужое. Когда ее песни перепевали, артистка никогда не обижалась и не отстаивала, как говорится, свои авторские права. Она вновь создавала что-то новое, что всегда трогало сердце и душу неравнодушного зрителя. Аймани Айдамирова до сих пор, по ее словам, идет по мосту доброжелательности, где не судит людей и верит во Всевышнего. Левтина Бонадыкова, Стамир Хаджиев, Султан Умаров и Джамлаил Хаджалиев. Новости.